Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, у микрофона Руслан Валиев, и мы начинаем программу «История башкирских родов» с Салаватом Хамидуллиным, руководителем автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. В рамках нашего цикла мы начали говорить о формировании и становлении Башкирской республики, уже 2 программы на этот счет записали, и в прошлый раз мы остановились на стыке 1917-1918 годов, когда, по сути, впервые башкирская автономия была провозглашена. И, в общем, следующее событие, наверное, попытка созыва учредительного собрания, которое сорвалось. Нет, давайте мы все-таки закончим на учредительном съезде башкирского народа, который 8 декабря открылся в Оренбурге, проходил чуть ли не 2 недели, очень долго работал, долгоиграющий такой съезд, поскольку нужно было выработать массу документов, и там на самом деле была масса документов выработана. Вот сейчас мы немножко остановимся там на некоторых из них. Было выработано положение об автономии Малой Башкирии, которое фактически считается первой конституцией нашей республики. Декабрь 17 года, прошу зафиксировать. И вот там были такие пункты. Башкирия составляет нераздельную часть государства российского и представляет собой автономно управляющуюся страну с наименованием Малой Башкирии. Власть правительства Башкирии простирается на всю территорию Башкирии, выделенную из существующих ныне уездных, губернских и автономных единиц местности с преобладающим башкирским населением, но географически разделенные, так называемые оазисы, они имели в виду анклавы, также подчиняются власти правительства Башкирии как колонии своей метрополии. Потом будет анклавный Яланский кантон, который на территории современной Курганской области, имели в виду вот эти анклавы, подчиняются башкирскому правительству. По поводу наименования Малой Башкирии, в декабре 17 года они Малой Башкирии называют. Раз Малой Башкирии, значит, есть и Большая Башкирия. Они провозглашали только на территории Малой Башкирии, вот сейчас, в данный момент, республику. Но по плану хотели потом Большой Башкирии объединить всю территорию еще Уфимской губернии. Это сразу нужно зафиксировать, что это в декабре было. Не было какая-то придумка потом. И даже карта сохранилась, составленная именно тогда, на этом Курултае, предполагаемой Большой Башкирии, куда даже, в общем-то, предполагалось включить вот эту территорию проживания пермских башкир, нынешний Бардымский район Пермского края. Потом весь Мензелинский уезд, Актанышский и прочие районы. В Мензелинском уезде больше половины численность населения составляли башкиры. И плюс туда должны были войти так называемые оазисы, которые подчиняются как колонии своей метрополии. Это имеется в виду анклавные районы башкирского проживания, тогда же созданный Токчуранский кантон. Это вот стык современной территории Оренбургской и Самарской областей, где вот сейчас башкиры проживают. Александровский, Красногвардейский районы, больше Черниговский район Самарской области и так далее. Плюс Аргаяшский кантон. Но тогда, кстати, он не был анклавным, Аргаяшский кантон. То есть это, скажем, Аргаяшский район современной Челябинской области, Аргаяшский и Кунашакский. Тогда он соединялся по карте, потому что и даже Горно-Заводской район, вот где Сим, Аша, все это тоже входило по вот этой карте. И вот это анклавный Яланский кантон или Ялан-Катайский на территории нынешней Курганской области. Вот такая была начерчена проект Башкирской республики. Проект, поскольку мало ли что они провозгласили, мало ли что они начертили, это еще не признано со стороны центральной власти, а центральной власти вообще еще нету никакой. Понимаете, там без власти. Временное правительство свергнуто, какие-то непонятные большевики, банда узурпаторов сидит в Петербурге, хозяин атаман Дутов, власти нету, без власти. Вот такая была ситуация. Потом органами управления автономной Башкирии объявлялись Курултай, в скобках парламент, уже тогда назывался. Почему наше госсобрание Курултай называется? С потолка не взято, это же вот в первой конституции Башкирии 1917 года так и написано: Курултай, в скобках парламент, с правительством Башкирии. Второй — кантонная дума, потом волостное земское собрание, земское управы и так далее. Потом один из пунктов был: из призванных на действительную военную службу образуется национальная башкирская армия всех родов оружия. Уже на этом Курултае один из пунктов было провозглашено создание башкирской армии. Именно вот такая вот терминология. Башкирская армия всех родов оружия. А какие тогда рода оружия были? Пехота, кавалерия, артиллерия. Наверное, только авиации не было, потому что у нее там вообще практически тогда еще ни у кого не было. И еще один пункт: защита российского государства и автономной Башкирии является священной обязанностью любого гражданина, живущего на территории Башкирии. То есть это вот один из пунктов сепаратизма. Были они сепаратисты? Или все-таки они были федералисты? Скорее всего, второе. Защита российского государства и автономной Башкирии является священной обязанностью любого гражданина, живущего на территории Башкирии. Российского государства, которого нет, вы представляете, да? Но они снизу уже наперед, какое бы это государство там ни было, мы это ставим в свою обязанность защиты государства. Вот интересный такой документ. А есть данные об участниках этого съезда? Откуда делегаты были, кто их направлял? Кстати говоря, об участниках учредительного Курултая документы сохранились, но очень-очень мало. Даже мы можем судить о том, кто там
там был представлен, даже не по документам этого Курултая, а по прессе того времени. Там были все представители. Не только Малой Башкирии. Там приехали делегаты из Бураева, приехали делегаты из Борды, это Пермская область. Другие регионы были представлены. Современный Актанышский район там был. Из Токталачука, из Яшева, из других населенных пунктов делегатов. Фактически, а я уже не говорю про Башкир-Курганск, Оренбургскую область. Там самое активное участие они на начальном этапе и принимали. Фактически были представители всей исторической Башкирии. Кстати, давайте посмотрим реакцию татарской прессы. По-разному деятели тюрко-татарской автономии отреагировали, но в основном все положительно, потому что уже деваться было некуда. Они уже просто шли уже вслед за вот этой ситуацией. Деятели сформировавшегося тюрко-татарского движения писали так: нужно придерживаться такой идеи. Первоначально утвердить башкирский штат, а затем к Башкирии присоединить Казань. Ну, имеется в виду сначала вот башкирский штат, раз они уже впереди планеты всей бегут, штат провозгласили, а не то, что присоединить Казань, а потом провозгласить Волжский штат и таким образом своять двуединый штат Идель-Урал. Это писала газета «Курултай». А другая газета «Безнегёл» писала по-другому. Башкир начал дело своей территориальной автономии, а татарин, Тептяр, Мишар, Чуваш и Черемис, все они, объединившись, доведут его до конца. То есть движение мыслилось так: ага, башкиры, раз уж такие они быстрые, уже начали дело, но мы присоединимся по ходу. Но не все получилось так, как задумывалось в итоге. Как отреагировала центральная пресса на это? 22 ноября 1917 года газета «Правда» после объявления башкирской автономии писала: Башкирский областной совет при поддержке Оренбургского мусульманского гарнизона объявил башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Пермской, Самарской губерний автономной частью Российской Республики при поддержке Оренбургского мусульманского гарнизона. Одновременно с возникновением органов власти тюрко-татарской автономии тюрко-татарские деятели создали военную шуро, военный совет, Харби-шуро. У них были влиятельные политики, которые сумели добиться еще у временного правительства того, что все солдаты-мусульмане, которые возвращаются с войны, их аккумулируются мусульманские полки, находящиеся под управлением вот этого военного шуро. А где они находились? Эти гарнизоны находились в Казани, в Уфе и в Оренбурге. В основном вот 3 города. В Оренбурге сформировался мусульманский гарнизон, мусульманских солдат. По национальности в основном они были башкиры. Те, которые в Оренбурге, как раз по месту жительства это делалось. Ну, кто в Оренбургскую губернию возвращался с фронта? Ну, конечно, в основном башкиры. Вот. И вот этот мусульманский гарнизон, сформированный там, он в основном из башкир состоял. И, кстати, при его поддержке она и была автономия провозглашена. Тем временем большевики, которых изгнали из Оренбурга, аккумулировали свои силы. 18 ноября, собрав Красную гвардию, которыми руководил оренбургский коммунист Самуил Цвиллинг, туда также входили отряды знаменитых братьев Кадамцевых, других, Петр Зенцов, вот у нас все улицы мы назовем, все эсдекские боевики, которые еще проявили себя в революцию 5 года, потом дальше Чудинов. Под наступлением отрядов Красной гвардии войска Дутова были выбиты из Оренбурга. Дутов с остатками своих войск, с небольшим отрядом казаков, бежал в Верхнеуральск, город, и там окопался. Интересно, что писала на этот счет красная пресса. Дутов, разбитый под Оренбургом, бежал в Верхнеуральск, где около него собралось 8 тысяч всякого сброда. Башкирская буржуазия в тесном союзе с Дутовым пытается и готовится объявить автономию Башкирии и других местностей Урала. Это национальное мусульманское движение, подогреваемое нашими контрреволюционерами, носит вполне определенный антисоветский характер. В то же время оно является более серьезной угрозой, чем дутовская авантюра. Последняя полученная нами телеграмма сообщает, что Башкирский съезд в Верхнеуральске избрал кантонного начальника, который требует себе полного подчинения, угрожая в противном случае применением вооруженной силы. Вот для чего я это процитировал. Показать, что мало ли что большевики в Петербурге говорили о признании прав и так далее, и вроде как благожелательное или, по крайней мере, нейтральное такое отношение в газете «Правда» до этого написали по поводу объявления башкирской автономии. На местах не они руководили. На местах руководили вот товарищи Кадамцевы, Цвиллинги и так далее, которые были закоренелыми империалистами и так далее. То есть никакой там мысли не было о признании прав на самоопределение, о федеративности какой-то. Вообще там близко этого не было. То есть они фактически своими действиями показывали, что провозглашенная большевиками 2 ноября декларация прав народов — это просто всего лишь тактический ход, это фикция, бумажка. И все это так и воспринимали на самом деле. Кто бы сейчас ни говорили, была мудрая национальная политика большевиков, ничего подобного. Она была абсолютно такая империалистическая и так далее. В освобожденном от Дутова Оренбурге возникает еще мусульманский, сначала Оренбургский ревком во главе с Самуилом Цвиллингом, такой старый проверенный большевик, и также возникает мусульманский военно-революционный комитет. Понимаете, что вот это деятели тюрко-татарского движения, они такими были интересными людьми. Как только увидели силу большевиков, то возникло же вот это такое же тюркско-татарское движение и в рамках большевистского движения. У демократической оппозиции вот этот тюрко-татарский проект, он назывался штатом Идель-Урал, а у этих
То же самое просто называлось Татаро-Башкирская республика советская. Там для любого случая, для любой власти всегда был готовый набор деятелей, которые должны были работать с этой властью. И вот в Оренбурге параллельно с Ревкомом возникает еще военно-революционный мусульманский комитет. Большевистский. Ну да, красный. Фактически те же самые деятели во главе с Гали Шамигуловым и другими деятелями. Такие абсолютные большевики. Среди них было немало башкир. Вот как раз в этом мусульманском комитете это вот Багаудин Нуриманов, в его честь назван Нуримановский район, Бахтигарей Шафиев, улица Шафиева, все в Уфе знают. Потом знаменитый красный паша Карим Хакимов, тоже башкир с территории современного Бишбулякского района. Ну и там другие деятели. Именно тюрко-татарского движения. Особенно здесь показателен Карим Хакимов. Вот он башкир по национальности. Приказ, мы знаем его родословный, он и сам писал, у него аттестат есть, выданный по окончании мадресе башкиру Куль-Эльминской волости Кариму Хакимову. Но он был именно вот этим сознательным татаристом, выбрал вот эту татаристскую платформу сознательно. Поскольку, как вот я в одной из программ предыдущих мы говорили, татарин мыслился тогда как человек новый собирательный образ раз, и уже новой формации, в которой интегратор всяких разных мелких идентичностей, как башкиры, как они считали мелкой идентичность, там мишары, типтяры, нагайцы и так далее. И вот такой интегратор татарин. И Карим Хакимов как раз был из таких деятелей, который сознательно выбрал вот эту позицию. И вот возникает вот этот военно-революционный комитет. И главное, как им удалось в Центральном комитете большевиков добиться. Ведь фактически, где только советская власть провозглашалась, в этом регионе сразу возникал параллельно мусульманский комитет обязательно. То есть, кроме Ревкома, условно говоря, Уфимский Ревком, тот же бацом возникает какой-нибудь мусульманский Ревком. Если где в Челябинске, то тоже самая ситуация. Фактически, везде они организовывали такую параллельную структуру, мусульманскую так называемую, куда входили под названием мусульмане фактически поборники Татаро-Башкирской Советской Республики. А фактически вчерашние как раз вот эти Идель-Ураловцы, штаты Идель-Урал. Ну, по сути, для обретения легитимности им это было выгодно. Да, естественно. То есть я хочу сказать, это для чего я это говорю, насколько это были тактические люди, очень такие шустрые, успевали везде. И вот таким образом вот эти мусульманский военно-революционный комитет, который образовался в Оренбурге, они были категорически против отдельной башкирской автономии. В принципе, оренбургские большевики тоже особо-то не рукоплескали этой башкирской автономии. Хотя потому, что ее поддержал Дутов тот же. Белые первые поддержали. Ну, не белые тогда, белыми они не назывались, просто антибольшевики. И вот поэтому взяли и решили, в общем, да что с этими чикаться, с этими ребятами, с башкирским правительством, который сидит в Оренбурге. 17 февраля 1918 года по предложению мусульманского Оренбургского революционного комитета башкирское правительство было арестовано по обвинению в контрреволюции и заключено в тюрьму. Вот с этого момента, особенно баймакской трагедии, о которой мы сейчас расскажем, можно сказать, произошел окончательный разрыв башкир с большевиками. Ну и процесс становления республики приостановился. Погодите, тут что значит приостановился? Пока башкирское правительство заседало в Оренбурге до своего ареста, а мы знаем по одному из пунктов положения об автономии Башкортостана по Конституции, она должна была иметь собственную армию. Члены башкирского предпарламента, которые находились в Оренбурге, послали в башкирские волости Оренбургской губернии башкирских офицеров Амира Карамышева, Магазова, Идельбаева и других, которые должны были в башкирских властях заняться формированием башкирских вооруженных отрядов, которые должны были лечь в основу первых башкирских полков. Пока они находятся в Баймаке, Баймакский завод тогда назывался, был сформирован отряд большой, 400 человек, фактически уже первый полк кавалерийский, и он стоял в Баймаке, и вроде как и с местным Баймакским советом они вроде общий язык поначалу нашли, ничто, так скажем, не предвещало развязки трагедии. Но, оказывается, в это время Свиллинг из Оренбурга по телефону дал приказ председателю Баймакского совета вооружить рабочих и ночью напасть безоружных абсолютно людей, новобранцев, и по возможности арестовать руководителей отряда. И вот ночью, прям одновременно, в Оренбурге произошел арест башкирского правительства, и этой же ночью в Баймаке вооруженные баймакские вот эти большевики, отряды Баймакской рабочей гвардии напали на вот этот отряд. Схватили офицеров и расстреляли. 5 башкирских офицеров и 7 польских. Столбовский, Бриц и так далее. Потому что в формировании вот этих первых отрядов поляки сыграли, можно сказать, не ключевую, но огромную роль. Но Амиру Карамышеву удалось избежать ареста и убежать. Бежать с остатками отряда из Баймака, вырваться. Вот он собрал отряд заново, и они уже вооружившись чем попало, там вилами, дробовиками, топорами, саблями, подступили к Баймаку, и фактически уже в Баймаке начались бои. А в это время башкирское правительство сидит в заточении. Не знает, что с ними будет. Как пишет Ахмед Заки Валиди Цвиллинг, пришел к нему в тюрьму, Ахмед Заки Валиди, и говорит: в горах Башкирии, я слышал, формируются отряды, и даже один из отрядов нападает постоянно на Баймакский завод, и предложил Ахмед Заки Валиди издать приказ о распуске этих отрядов, послать приказ, чтобы они разошлись. И пригрозил: если эти условия не будут выполнены, мы будем расстреляны. Валиди пишет: какое значение может иметь приказ, отправленный из тюрьмы?
Он сказал, как знаете, и удалился. Арест башкирского правительства и баймакский расстрел окончательно оттолкнул башкира от советской власти. 5 марта 1918 года большевики выпустили ультимативное заявление к башкирскому населению. В нем говорилось: башкиры Орского и Оренбургского уездов формируют отряды вместе с офицерами, юнкерами и всякой сволочью против советской народной власти. Ревком приказывает башкирам и их организациям немедленно разоружиться, сдать все оружие местным советам и красногвардейцам, выдавать всех скрывающихся офицеров и юнкеров, прекратить разбойничьи набеги. Все башкирские селения, заподозренные в противодействии советской власти, будут сметены с лица земли артиллерией и пулеметами. Это 5 марта вышло вот это воззвание. То есть, видите, да, как, насколько в этом воззвании мы узнаем, что башкирские отряды вооружаются, совершают какие-то набеги. А известно ли, это столичные большевики или местные? Местные, зачем? Это, естественно, все это местное. Я же говорю, такая ситуация, что на местах стали возникать локальные очаги противостояния. Не везде, но вот, допустим, вот в Оренбургской губернии был вот такой острый очаг конфликта. Сроком выполнения условий ультиматума были определены 3 дня. В противном случае Цвилин грозил расстрелять башкирское правительство. И вот наступил день расстрела. В этот день должны были расстрелять башкирское правительство. Наступил день расстрела, и Ахмед Закиев Улиди пишет: в ночь с 3 на 4 апреля поднялся какой-то шум. Оказалось, в Оренбург казаки совершили набег, в котором участвовал и отряд Амира Карамышева. Оказывается, в ночь с 3 на 4 апреля отряд казаков, 700 человек, куда входили также и отряд башкир Амира Карамышева, совершили ночной налет на Оренбург. 700 человек, а в Оренбурге стояло где-то 5000 солдат Красной гвардии, то есть огромные силы просто. Налет был настолько внезапным, что красные растерялись и ничего не смогли сделать. Фактически разбежались. Башкирское правительство было выпущено из-под ареста. Самуил Цвилин убит. Он бежал из города, там где-то под Оренбургом был убит. Вот такая ситуация. То есть планом по расстрелу не суждено. Да, не суждено. Башкирское правительство бежало из-под ареста. Оно перешло на нелегальное положение. Башкиры, Ахмед Закиев Улиди и так далее ушли вглубь башкирских властей и решили пробираться в Челябинск. Поскольку в Челябинске уже в мае произошел чехословацкий мятеж, и Челябинск оказался в руках чехов. Чехословацкий корпус, который воевал на стороне сначала чехи, те чехи, которые воевали против России на стороне Австро-Венгрии, массово переходили на сторону России. Из них был организован чехословацкий корпус. После революции произошедшей, этот корпус нужно было отправить на родину, но поскольку там все было занято немцами, шла война, их решили переправлять через Владивосток. Посадили на поезда, направили в Владивосток с тем, чтобы посадить на корабли и отправить во Францию. И вот этот чехословацкий корпус, состав, он растянулся от Уфы до Омска на огромном протяжении вот этих составов. И в это время Троцкий издает приказ разоружить чехословацкий корпус. Непонятно. Сейчас пишут в некоторых публикациях, что это он специально это сделал. Не знаю. И в итоге чехословаки отказались разоружаться, подняли восстание. И вот один из отрядов чехословаков захватил город Челябинск. Власть. Они автоматически стали антибольшевиками. Да, естественно, антибольшевиками. И весь восток России, и именно благодаря чехословакам стало организовываться белое движение. Белого движения-то не было. И вот при поддержке чехословаков на всем протяжении от Челябинска и до Иркутска, до Омска и дальше везде свергаться стали советская власть, которая до этого триумфально шла по всей территории бывшей Российской империи. Везде большевиков свергали и стали приходить к власти антибольшевистские правительства. И вот Ахмед Закиев Улиди, который избежал расстрела, вот они в апреле бежали, а через месяц они узнают, что власть в Челябинске захватили Чехословакии. И, естественно, логично было бы им явиться в Челябинск и там восстановить свое правительство. Что и произошло. Получается, они уже к лету были в Челябинске. В мае собрались члены башкирского правительства, организовали, восстановили правительство башкирское, и 1 июня 1918 года издали свое знаменитое воззвание, вот это обращение «Вставай, башкир, поднимись, мусульманин». То есть, фактически, открыто впервые призвали башкирский народ к борьбе с большевиками. В Челябинске начали формироваться первые башкирские полки, 1-й, 2-й, кавалерийские, пехотные полки и так далее. Мы пока оставим, вернемся опять в Оренбург. Что там? Вот свергли, бежало правительство. Вернее, сначала вот оно было арестовано, башкирское правительство. И там те башкиры-большевики, которые находились в составе мусульманского революционного комитета, попытались организовать то же самое башкирское правительство, только на советской платформе. Такая попытка была у них. И назвали свое правительство Временный революционный совет Башкортостана в Оренбурге. Туда вошли, опять же, вот Абдулла Давлетшин, Бахтигарей Шафиев, Газиз Аль-Мухаметов, в будущем известный башкирский композитор, Муса Муртазин и так далее. Что они объявили своей платформой? То есть
есть ту же самую платформу отсутствия автономии? Да, вот они сделали обращение к народу автономного Башкортостана, члены бывшего башкирского ШУРО, обвиняемые в союзе с Дутовым и организацией действий против советской власти, арестованы. Сообразно с этим обстоятельствами образовался Временный революционный совет Башкортостана, который приступил к работе, чтобы одновременно с башкирской автономией установить в ней демократическое правление. Фактически башкирскому правительству ставилось в вину сотрудничество с Дутовым. В Москву был командирован Бахтигарей Шафеев для представления в Совет народных комиссаров РСФСР проекта положения о советской автономии. Но все эта игра, она быстро закончилась. Там посмотрели, явственно проявилась позиция большевиков. Он сколько этот совет? Месяц просуществовал. И после этого, опять же, Совету революционного комитета мусульманского в главе с Галишем Мигуловым пришел, он сказал: да хватит уже играть в эту дурацкую автономию. И взяли и разогнали вот это. И даже большевистский совет. То есть советское временное правительство было разогнано. Вот это разгон революционного совета, он окончательно стал последней точкой в попытках найти общий язык советской власти. В это время то же самое, видите, какое было быстро текущее время. Последние вот эти сторонники тюрко-татарской автономии провозгласили 1 марта 1918 года, провозглашен в Казани штат Идель-Урал во главе с Ильясом Алкиным. Ну что, провозгласили, а что дальше? Ни сил у них, ничего нету. И фактически вот эта республика, так называемая, она всего лишь распространяла свою власть на татарский посад под Уфой, на татарскую слободу. Татарская слобода – это один из районов Казани. За рекой Булак, она так и называлась, Забулачная республика, так, ее прозвали. Она просуществовала какой-то период времени, потом большевикам тоже надоела вся эта игра, и туда был послан отряд Красной гвардии, местный большевик Грасис отправил отряд, и который разогнал Забулачную республику. Одновременно в это же самое время, поскольку Забулачная республика разогнана, вышел декрет Сталина. Я же вам говорил, что деятели тюрко-татарской автономии, они на всех фронтах действовали. И вот как раз то крыло тюрко-татарского движения, большевистское крыло во главе с Мирсаидом Султангалиевым, они сумели убедить Сталина, что надо создавать татаро-башкирскую советскую республику. И вот 22 марта был провозглашена татаро-башкирская республика. Декрет. Давайте процитируем ее. Территория Южного Урала и Среднего Поволжья объявляется татаро-башкирской советской республикой Российской Советской Федерации. При определении границ в основу кладется проект, разработанный башкирскими и татарскими революционными организациями. Вся Уфимская губерния, башкирская часть Оренбургской губернии, Казанская губерния, за исключением Чувашской, Черемисской части, а также прилегающей части Пермской, Вятской, Сибирской, Самарской областей. Нарком по делам национальности Иосиф Джугашвили Сталин, комиссар по делам мусульман Средней России Муланур Вахитов, члены комиссариата Шариф Манатов и Галимджан Ибрагимов. Галимджан Ибрагимов, вот у нас бульвар Ибрагимова, писатель Галимджан Ибрагимов, а Шариф Манатов, председатель первого башкирского ШУРО, который башкир вот как раз Курганской области, который стоял у истоков башкирского движения, но который потом переметнулся в лагере татаро-башкиристов, теперь они называются. Столица этого новообразования где должна была? Там по проекту еще не была до конца определена. На бумаге декрет появился. Но объявить-то они объявили. Но реальной поддержки проект не получил. В первую очередь со стороны башкир не получил. Потому что уже было поздно. Если бы это, может быть, там заранее уже, изначально они бы стояли на позициях территориальных, возможно, можно было хотя бы увлечь. за полгода до этого. Не за полгода, уже на Первом мусульманском съезде, по крайней мере, это нужно было. Но уже было поздно, Башкирская республика уже существовала, была провозглашена, прошли 3 съезда. Пролилась кровь между большевиками и башкирами. Ну, о каком там уже может быть татаро-башкирской советской республике? Все, уже башкирское движение объявило большевиков своими кровниками в первый момент. Ну, а второе, само татарское население, оно не то чтобы не хотело, оно было политически пассивное, и вообще оно не понимало смысла вот этих территориальных автономий. Мусульмане, татары Казанской губернии не проявили никакой активности и желания участвовать и работать на благо вот этой автономии. Ну, наверное, дальше мы продолжим говорить уже в следующих наших программах. Время эфира подходит к концу. Мы продолжим говорить о становлении и развитии Башкирской республики, о событиях столетней давности с Салаватом Хамидуллиным, руководителем автономной некоммерческой организации ШЖР, в следующей программе. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами, и до свидания. До свидания.